Сәлеметсіз бе? Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно начать понимать и начать разговаривать на казахском языке. И способ для достижения этого мы рассматриваем в каждом видео. Сегодня мы будем запоминать слово «süt» – молоко. Вот эта буква «у» в казахском языке 3 вида буквы «у». Вот это «у» без ничего, и она отличается от написания обычной русской «у». Она звучит тонко. Не «у», а «süt», «süt», «süt». Звучит тонко по сравнению с обычной буквой «у». Это молоко. Вот такая картинка. Ну, здесь точно видно, что молоко, да? Молоко. Угу. «Süt». Молоко – это, я думаю, что многие, наверное, знают, что такое молоко. Это продукт, жидкость, которую производят коровы и другие, млекопитающие животные, и с помощью которых они кормят свое потомство. Но человек приспособил и получает эту жидкость для собственных нужд. «Süt» – это молоко. Теперь составляем предложение со словом «süt». Если вы хотите покупать прям натуральный «süt», вы можете купить его на базаре. На базаре прям привозят и продают «süt», который прямо вот в подворье со своих коров, выдаенный «süt». Без добавок и без ничего. Люди, которые живут в городах, ну и не только в городах, наверное, уже давным-давно привыкли покупать «süt», который уже находится в пакетах или в бутылках. Там его как-то обрабатывают, там пастеризуют, стерилизуют, добавляют что-то, возможно, да. И вот это «süt». «süt» может быть разной жирности и разных вкусов. Мне, например, нравится «süt» фирмы Адал. Это мое мнение. Я вообще очень редко пью «süt». Я пью сливки, которые тоже производят из «süt». Так, «süt» обычно каша, сваренная на «süt», ну, конечно, вкуснее, чем каша, сваренная просто на воде. Многие казахи любят пить чай, добавляя туда «süt». Кстати, британцы тоже, такой традиционный чай у них. Чай, к примеру, индийский чай с добавлением «süt» или с добавлением сливок. Это такой традиционный английский чай. Из «süt» можно сделать очень большое количество молочных продуктов. И сливки, и сметана, и кефир, и творог, и сыр, и масло. Делается тоже из «süt». То есть «süt» является исходным продуктом для вырабатывания очень большого количества молочных продуктов. Вот таким образом составляйте свои собственные предложения, полноценные предложения со словом «süt» до тех пор, пока вы не запомните это слово навсегда и сможете с легкостью его использовать в будущем, когда вы будете разговаривать, я надеюсь и уверена в этом, на казахском языке. Я думаю, что «süt» вы видите в магазинах, на упаковках, на бутылках, на коробочках, на упаковках с молоком прям написано «süt». Поэтому я думаю, что вам будет легче. Составляйте предложения, не ленитесь, применяйте этот способ. Кстати, этот способ можно с успешностью применять не только в изучении казахского языка. Этот способ можно применять в изучении любого другого языка, любой другой дисциплины, науки, области знания,
терминов, если вы, например, столкнулись с каким-то термином, да, вы можете посмотреть его в словаре и понять его, и начать составлять предложение с ним, и вы полностью поймете, посмотрите картинку, фото, и вы полностью поймете этот термин. Он станет вашим. Поэтому попробуйте. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня, подписываетесь на меня, ставите мне лайки, поддерживаете мой канал, перепосты делаете, перенаправляете мои видео людям, которые, возможно, тоже хотят постепенно начать изучать казахский язык. Моя задача сделать так, чтобы вы получали победы от соприкосновения, от изучения казахского языка, а не поражения. Возможно, раньше, когда вы хотели изучить казахский язык, и у вас это не получалось, теперь же я хочу, чтобы вы прям с удовольствием, с радостью это делали, и у вас все получалось. Каждое слово вы запоминали и пополняли свой казахский лексикон. Ну все, сау болыңыз, до свидания.